напрямую. Попробуем. А сейчас? Есть звук или нету? Появился звук? Ура! Все, продолжаем. Сейчас перехожу к посольству. Так, пока светофор стоит, я перебегаю. Так, ну вот видите, посольство перед нами, наше позорное. Вот если вы видите, сейчас я немножко опущу, портреты, да, стоят наших убитых. Стоят лампадки. А вот с той стороны наша вильнюсская диаспора, которая проводит акцию сегодня в поддержку. Друзья мои, смотрите, какие красивые деревья. Вы знаете, я столько не была на улице, я не ходила столько открыто. И для меня вот этот Вильнюс и глоток воздуха вам не передать. Я до последнего. Я еще подробно расскажу, почему и как мне удалось уехать и почему. Просто сегодня акция уже, и первый стрим такой. Возможно, на своем канале расскажу, потому что это все очень лично. Дело в том, что я не хотела уезжать из Беларуси. Я сделала эту легенду, вплоть до того, что от моего имени посылали из Вильнюса письма политзаключенным, что я нахожусь в Вильнюсе для того, чтобы работать в Беларуси. Но, как всегда это бывает, слабое место у нас – это люди. И один человек меня сдал. И из-за этого зацепили мою младшую дочку. Вчера у нее должен был быть суд. Для того, чтобы взять ее в заложники, раз не получается вытянуть меня и через нее на меня выйти. И поэтому нам срочно пришлось релоцироваться, вывозить ее через 3 страны, подпольно. Господи, на чем мы только не ехали и не плыли вокруг. 2 суток, 4 ночи не спали. И вот уже вчера, 12 ночи, мы прилетели в Вильнюс. Я в понедельник, завтра у нас тоже тут уже намечены встречи с диаспорой. В понедельник я планирую идти встречаться в офис Светланы Тихановской, с Ольгой Карач, с Игорем Макаром. Потом дальше ехать в Польшу, ехать в Украину. То есть я начинаю такую плотную работу по соединению нашей оппозиции, для того, чтобы создать блок против Лукашенко. Вы слышали вчера в видео, что Максим Шабуцкий, или позавчера, у меня все дни уже все это прессовалось в один, создает фонд все-таки противодействия Лукашенко. И я думаю, что сейчас мы сеем то, что я и говорила. Наша весна должна стать очень сильной, очень продуктивной. Все раздоры, все недоверия мы сочтемся осенью, когда мы победим это чмо. Я наконец-то могу говорить то, что я хотела все время говорить. Но в связи с тем, что я находилась в Беларуси, я очень многого не могла говорить. Я имею в виду не про оппозицию, а про Лукашенко и силовиков. Потому что каждый день ко мне могли ворваться. Да, и, кстати, хочу передать всем тем товарищам, которые они мне не товарищи, гражданам, которые 9 месяцев меня, 53-летнюю женщину, не смогли поймать. Может быть, я должна кого-то поблагодарить за то, что это не случилось. Но вместе с тем хочу сказать, вы видите, как они работают. Вся эта огромная машина с огромными деньгами. Мне удалось, несмотря на то, что я ездила, у меня был ограничен финансовый ресурс. Я очень много проблем в вещах была уязвима. Я даже до сих пор не буду открывать те места, где я жила, потому что через 2-3 месяца я вернусь. Я вернусь, чтобы уже доделывать ту работу, собирать ту, которую я сделала за 2 месяца здесь, за границей. И я думаю, что осенью все закончится. Мы все вместе поднажмем.
Мне очень хотелось бы улицы в Минске, но я понимаю, сейчас в Минске улицу сделать очень сложно. И мы должны эту улицу, этот решающий выход, многотысячный опять, мы должны подготовить его здесь, нашей консолидацией и помощью международного сообщества. Я очень-очень рада. Я сейчас буду выходить в стримы еженедельно. Ежедневно. Мне пообещали помочь с созданием студии. Я вывезла с собой свой маленький ноутбук, на котором, по крайней мере, хоть самые такие видео простые я смогу монтировать. У меня осталась квартира съемная в Минске, ту, которая наша была. Скажем так, я там была не одна, там многим людям эта квартира помогла избежать ареста. Ну и вот как-то так. Да, представляете, это такой кайф попасть и снова на улице увидеть наши флаги и услышать наши песни, те, которые с нами были все прошлое лето и осень. Я думаю, друзья, карнавалу нашему августовскому быть, мы снова выйдем многотысячными нашими колоннами на улице. Только тогда уже будем праздновать победу. 20 числа, вы же знаете, да, в 10 часов в областном суде будут судить Николая Статкевича, Сергея Спарыша, Сергея Тихановского, еще других ребят из «Страны для жизни». Пожалуйста, приходите их поддержать. Приходите на суд. Поддержите их. Для них это очень важно. Я не уверена, что, конечно, пустят людей, но когда они будут ехать, когда их будут везти, они вас увидят, и они посмотрят, насколько Беларусь стала. Здорово, да? У нас здесь немного. Ну, по крайней мере, сегодня. Я не знаю, сколько белорусов в Вильнюсе, но будем работать. Ну что, стрим заканчивать или вы еще? А давайте, правда, знаете, солнце? Вы пишите, я поотвечаю на вопросы. Видно плохо, но я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. И будем уже с вами общаться интерактивно в следующих стримах ежедневно, когда я смогу отвечать на ваши вопросы. Не вижу, почему-то чат не показывается. Так, почему чат не показывает? Так. Так, спасибо за стрим. Спасибо вам, что вы со мной. Спасибо, кстати, за поддержку. Я вижу сообщения от наших спонсоров канала. Большое-большое вам спасибо. Вы не представляете, в эти тяжелые дни, как вы помогли. Начиная от этого там микрофона, телефона, который мне приходилось менять раз в 2-3 месяца, новые симки. Спасибо тем ребятам, которые эти симки нам делали. Они с 19 года были вместе с нами. Они тогда печатали нам листовки еще на той компании. Сейчас они помогали нам с симками. Валентин! 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 Ну вот наш флаг, снова в Вильнюсе. Народная громада, он развивался на поховании Калиновского, один из самых больших и заметных. А рядом стоит моя дочка в белой баске, моя младшая девочка, которая все это время мне помогала. Спасибо. Если бы не она, я бы не выжила, конечно. Так, сколько было на ней всего. Ну сейчас, наслаждайтесь еще. Музыка. Как я люблю Вильнюс. Это такой город, который... Сколько в нем свободы, сколько доброты. Но сейчас из-за ковида нам придется 10 дней просидеть здесь, а потом уже будем решать, как переехать в Польшу и в Украину, потому что везде тесты нужны. 72 часа, и насколько сможем, пустят нам или не, сделают нам основания для поездки, пустят нас или нет. Но это все решаемо сейчас. Самое главное, что я снова могу бороться, я снова могу говорить во весь голос, я снова могу с вами
общаться напрямую и слышать ваши пожелания, ваши голоса и ваши мысли. Я прочитала все комментарии под прошлыми видео, про партийное видео. Спасибо, там были очень хорошие комментарии, дополнения. Прочитала и скопировала себе по городам, где мне написали, сколько промышленности уничтожено. Друзья, мы сейчас будем бороться, будем продолжать бороться, будем соединяться. И я думаю, что мы поможем. Вот здесь не видно, да, с той стороны за мной идут по улице, идут литовцы, машут, все показывают поддержку нам. Это здорово. Ну что, живи Беларусь, будем разом каждый день. И скоро мы победим. Заканчиваю. Пойду, хочу постоять и пообщаться с диаспорой, потому что, ну, все-таки единомышленники, все-таки нужно уже... Это моя работа основная. Спасибо. Все. Живи Беларусь, держимся вместе.